Шановні слухачі, в ефірі Радіо Театр Плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «Доходное месца» паводле п'есы Александра Островскага. Ролі выконваюць Юсаў, народны артыст СССР Владимир Ладомирский, Жадаў, народны артыст СССР Борис Платонов, Кукушкина, народная артыстка СССР Лидия Ржецкая, Белогубов, народный артыст СССР Здзіслаў Стома, Юленька, народная артыстка Республики Беларусь Зинаида Браварская, Ганна Павловна, заслуженная артыстка Республики Беларусь Алена Рынкович, Вышневский, заслуженный артист Республики Беларусь Валентин Краўцоў, Полина, заслуженная артыстка Республики Беларусь Татьяна Алексеева. Режиссер спектакля заслуженный дзеяч мастацтва Республики Беларусь Любоў Мазалеўская. Запись 1954 года. У доме начальника департамента Аристарха Владимировича Вышневского. За столом Белогубов. С кабинета Вышневского с паперами в руках выходит Юсов. Белогубов! Что загадаете? Вот что, браток ты мой, возьми это до дому и перепиши. Чистенько. Загадались. Мне загадали переписать? Угу. Таве, вы яго сказали, почерк прихож. Мне вельми приемно чуть, Аким Акимыч. Да ты слухай, браток, ты не спешайся. Головне, каб было чистенько. Бачишь, куды посылать? Я же, Аким Акимыч, разумеюсь, каллиграфично напишусь. Всю ночь просяджу. Постой. Да еще Белогубов, гляди-ка, письменно. Вось правопис я, Аким Акимыч, дрэнна. Ну так, что ти поверите самому крыўдна. Ну, гэтакая важность, правопис. Не все одразу, привыкнешь. Напиши спочатку черновик. Такс. Ты попроси поправить. Ну, а потом уже ось, с гэтага и пиши. Чуешь, что я кажу? Попрошу уже кого-нибудь поправить, а то Жадов смеется. Кто? Жадов. Ты сам-то он что такое? Что за птушка? А еще смеется. А як же, треба ж показать, что вученый. Фу, восемь что? Я нават ніяк не могу распознать его, Аким Акимыч. Что он за человек? Никчемность. Ты слухай, если я только что там был, у Аристарха Владимировича, так яны говорили, не ведаю, что с плявенником робить. Ось і зразумей з гэтага. Як же аб сабе шмат думаешь? Высоколеты, да дзе ён толькі сядзе. Ну что, лепш, жил тут, на всем готовым. На что ж ты думаешь? Удячности отчував якую-небудь? Повагу от яго бачили? Як же не так? Грубиянство. Грубиянство? Вольнодумство. Я ж свояк, ему все-таки особо. Особо? Ну, а кто ж будет зносить? Ну, вот ему и сказали, другу милому. Иди, Вась, поживи своим розумом на 10 рублей в месяц, а вот разумнейший будешь. Вось дурость, до чего доводить, Аким Акимыч. Ну, здається, то б, Господи, гэтакае щастя. Что хвилина повинен Богу дякуватися. Что? Правда, я кажу, Аким Акимыч, повинен он Богу дякуватися. Так, дело что? Я так думаю, Аким Акимыч, что другий человек с почуттем на его месце боты б чистив Аристарху Владимировичу, а он робить прикрости такому человеку. А як же ему не размовлять? Треба ж його показать, что он в университете был. А якая ж корысть от вучения, Аким Акимыч, коли у человека нема страху, ніякого трепету перед начальством. Чего? Трепетус. Мне, Аким Акимыч, стало начальником. Стало начальником, Аким Акимыч. У тебя оба не дура.
доброе. Аким Акимыч, я это больше для того, что у меня теперь невеста есть. Паненка и выдатно адукованность. Без места ж нельга, кто же отдаст, Аким Акимыч? Что ж не покажешь? Обовязково, Аким Акимыч, хоть зараз, як за место роднись. Ну что ж, про место я доложу. Мы подумаем. Мне б ужо гэта месца, Аким Акимыч, на ўсё жыццё. І я хоць і распіску дам, бо вышэй же я не могу, здольности не дозволяется, Аким Акимыч. Уваходит Жадов. Что, дядя, заняты? Занятись. А, шкода. А мне вельмі трэба яго бачыць. Можно и почакать. У их справы важнейшие за ваши. Адкуль вы ведаеце мае справы? Какие у вас справы? Справы, так, глупство какое-нибудь. З вами лепш не гаварыць, Аким Акимыч. Вы заўсёды на грубасць напрашиваеце. Бачите? Аким Акимыч, не варт уваги размаўляць, только вы на старости год будете себе турбовать. Бывайте, Аким Акимыч, бывайте. Жили, да дякую Богу, дожились, а? Хлопчуки почали нос затирать. Что вы там мормычите? Ось робить, что загадно, мы не любим, не. А вот разважать, вот это наша справа. А? Як же можно нам у канцелярии сидеть? Нас бы всех министрами зробить. Ну что, помылились? Выбачайте, коли ласка. Не ведали ваших талентов. Зробим министрами, но обовязково зробим. Почекайте криху, завтра ж. Надокучил. Дайте, боже мой, ну ни сорому, ни сумления, у которых еще и губы не обсохли, а уже амбицию показываю. Что я не чапайный. Уваходит слуга Вышнеўскага Антон. Ён звяртаецца да Юсова. Калі ласка, да пана. Скажи Анне Павловне, что я хочу их бачить. Слухаюсь. Что гэты стары хрыч разбурчаўся? И что ему зарабил? Университетских, кажа, терпеть не могу. Вось и служи под таким начальством. Добрый день, Василий Николаевич. Ах, тетенька, добрый день. Я вам новину скажу. Седайте. Что за новина? Я жениться хочу. Ці не рано? Закаханы, тетенька, закаханы. И якая дзяўчына, лепшай не знойдешь. А багатая яна? Не, у яе нічога нема. Чым же вы жить будете? А голова, а руки на что? Неужо мне увесь век жить на чужий кошт? А хто ж будзе працаваць? На што нас вучылі? А дядька раіць, раней нажыць грошы, а потым уже завесці і жонку. Ці ж магу я згадзіцца з ім? Я пакахаў дзяўчыну, як кахаюць толькі ў мае гады. Неужо я павінен адмовіцца ад шчасця толькі таму, што яна не мае багацця? Так, пазайздросціш жанчынам, якіх кахаюць такія людзі, як вы. А як я буду працаваць, тетенька? Больш, мусіць, жонка ад мяне і патрабаваць не будзе. Ну, а калі і давядзецца нейкі час цярпець мне стачу, дык, напэўна, Поленька з любасці да мяне і выгляду не пакажа, што нездаволена. Але ва ўсякім разе, якое б жыццё не было горкае, я не уступлю нават мільённай долі тых перакананняў, якім я абавязаны выхаваннем. Не смею сумнявацца і не хочу вас расчароўваць. Было б неблагародна з майго боку ахаложваць вас у першыя часы. Давайте больше воли вашему сердцу, покуль оно еще не зачерствело. Не бойтесь бедности. Бог вас благословить. Поверьте, что никто так не пожадае вам счастья, як я. Я заўсёды быў у гэтым упэўнены, тетенька. Як вы думаете, адмовіць мне дядя ці не? Я хочу попросить прибавки жалования. Мне б цяпер вельмі дарэчы. Не ведаю. Попросите. Уваходят Вышнеўскі и Юсов. Здоров. Садите. Сядай, Яким Акимович.
Ты все ленуешься, на службу редко ходишь. Робить нема чего, не даюсь работать. Хіба мало работы у нас? Переписывать? Не, уже дякуй за ласку. На это у вас есть чиновники больше здольные, чем я. Ты все еще не утихомирился, мой милый. Все проповеди читаешь. Уявите, читая писарем у канцелярии мораль. Ну, а ты, натурально, ничего не разумеешь, сидять, разъявивши рот, вылупивши в очи. Смешно, дороженький. Як я буду молчать, коли на кожным кроку бачу агідності? Я еще не стратил веру у людей. И думаю, что мое слово зробит на их уплыв. А яны уже и зробили. Ты стал посмешищем у сей канцелярии. Усе з усмешкой переглядываются и перешептываются, коли ты уваходишь, и разлягается огульный рогот, коли ты выходишь. Однако, чем же смешное мое слово? Усім, мой любый. Поверь, что кожный писец лепш за тебе ведая життя, ведая з уласной практики, что лепш быть сытым, чем голодным философом, и твое слово натурально сдается им дурным. А мне сдается, что яны ведаете только одно, что быть хабарником выгодней, чем сумленным человеком. Глупство, мой милый, глупство и грубиянство. Дозвольте, дядечка, для чего ж нас вучили? Для чего у нас развивали погляды, яких нельга выказать у слых без того, как вы не обвинуватели у дурости, альбо у грубиянства? Я не ведаю, кто вас там и чему учил. Мне сдается, что лепш вучить робить работу и поважать старейших, чем плести глупства. Так, куды б лепш? Коли ласка, я буду молчать. Ну? Але расстаться с моими переконаниями я не могу. Яны для меня одиная утеха в житті. За куском черного хлеба. Великая утеха. Эх, благородная бедность добра только у театре, мой любый. А поспробуй перенести ее в життя. Это не так легко и приемно, як нам здається. От чого добро ще оженишься. Ось що тоді буде. Ось цікаво. Так, дядечка, я женюся. И хотел бы про это поговорить с вами. І, напевно, про скахання з бідної дівчини. Так, яна бедная девчина. Ну і вельми добра. Каб плодить жабраков. Аким Акимыч, не ображайте меня. Я вам не давал на это никакого права. Дядечка, шлюб – справа великая. И я думаю, что кожны в этой справе повинен робить паводле своего властного разумения. Да зроби ласку, тебе никто не перешкажает. Только ці подумал ты, Вася, об чим? Ну, ты, вядома, кохаешь свою невесту. Вядома, кохаю. Ну, а что ж ты рыхтуешь для яе? Якія радости у житті? Слухай, я с тобой буду говорить як родня, бо мне шкода тебе. Ну, что ты, сапраўды, об себе думаешь? Ну, як ты будешь жить с жонкой без сродков? Я буду жить працей. И сподяюся, что спокой сумления заменит мне земные богатства. Да працы твоей будет мало для подтримания семьи. Месяца доброго ты не отрымаешь, бо ты своим дурным характером не здолеешь ни угодного начальника заслужить прихильность для себя, а хутчей супротив себе настроишь. Ну, а спокой сумления так само не вырутает тебе от голода. Ну, мне твоя мать доручила клопотиться об тебе. И вот что я тебе раю в апошний раз. Утихомир крыху свой характер. Кинь этой манливой идеи, кинь дурость эту. Ты служи, як служат усе порадочные люди. А это значит, гляди на життё и на службу практично. Вот тогда я могу тебе допомогти и пораду, и грошима, и протекции. Ни за что! Ну, дык живи, як хочешь.
без падтрымання. І на мяне ўжо не спадзявайся. Боже мой, падтрыманне для мяне будзе ў грамадскай думцы. А у нас грамадскай думкі няма і быць не можа ў тым сэнсе, у якім ты разумееш. Вось табе грамадская думка. Не злоўлены, не злодзей. А што грамадству да таго, на якіх даходы ты жывеш, абы ты жыў прыстойна і трымаўся, як належыць парадачнаму чалавеку. Ну а калі ты будзеш хадзіць без ботаў і прапаведаваць усім мараль, дык уж выбачай, калі цябе не прымуць у прыстойных дамах. Няўжо гэта праўда? Пажыві, дык уведаеш. Хадзем, Аким Акимыч. Дядечка. Ну, что такое? Я отрымливаю вельми мало жалования. Теперь есть вакансия. Дозвольте мне занятие. Я женюсь. На гэтым месяце потребен мне не женатый, а здольный человек. И я не могу по щирости дать тебе больше жалования, по-перше, ты его не варты. Ну, а по-другое, ты мой свояк, полечить не бессторонним. Як себе хочете. Буду жить на тыя сродки, якія маю. И вось яшчэ. Скажу тебе раз назаўсёды. Мне твоя размова не падабаецца. Словы твои рэзкія и непочтивые. И тому все мои относины до тебе, апрача начальніцкіх, ты можешь лечить зусім сконченными. Дык я лепш перайду ў другое место. Зрабі ласку. Чего вы смеетесь? Да як же не смеяться? Вы с кем вы спрачаетесь? Да на что это подобно? Гэтага человека вам бы слухать трэба было. Разявіўся рот, каб слоўца яго не пропусціць, ды словы яго на носе зарубіць. А вы спрачаецеся. Так это ж комедия, дай бог кабы. Вось, дядька, и взял вас у работу. Ох, ды мало еще. Ці так бы вас трэба было. Ну, как я был на его месте, так я... Уваходить Антон. Коли ласка да пана. Так, говорите. Не веру я вам. Не верую тому, как сумленной працей не мог адукаваны человек забеспечить себе семьей. Не хочу верить и тому, что в громадстве такая распуста. А, дядечка, я вас разумею. Вы теперь усяго досягнули. И знатности, и грошей. Вам нема кому зайздростить. Вы зайздростите только нам, людям с чистым сумлением, с душевным спокоем. Этого вы не купите ни за якие гроши. Рассказывайте, что хотите, а я все-таки оженюсь и буду жить счастливо. Жадаў шпарка выходить. С кем это он женится? С Кукушкиной, дочка удовы коллежского асессора. Ты знакомый с ею? Точно так. С мужем был знакомый. Аристарх Владимирович, а вот Белогуба с другой сестрой жениться хочет. Ну, Белогубов іншая справа. Во всякім разе, ты да яе звездзі. Слухайся. І растлумач ёй, каб яна не губіла сваёй дачкі і не аддавала за гэтага дурня. Гостиный покой у доме Кукушкиной. Юленька и Поленька у чаканні жанихоў прыхарашваюцца перед люстэркам. Пакаёўка Стеша оправляе на іх новые сукенки. Ну вось, мои паненки и готовы. Хоть зараз женихи нехай наезжают.
Як на виставку виставлений. Перший сорт. Ну, такий форс покажем, аж у нос дасть. Генералу якому не соромно показать. Подобается тебе твой жених, Василий Николаевич. Просто душка. А тебе твой Белогубов? Не, дрянь страшенная. Чому ж ти мамінці не скажеш? Ось яшчэ, борони Боже. Я рада, разенька, хоть за яго пайсці, абы з дому вырвацца. Так, правда твоя. Каб не трапіўся і мне Василий Николаевич, здаецца, рада была першаму сустрэчнаму на шею кинуться. Хоть лядашченькі які, абы б з бяды выручыў, з дому ўзяў. О, ты шчаслівая, Паліна. Табе ўсё смешна. А я так сур'ёзна пачынаю думаць. Выйсці замуж не штука. Гэта навука нам вядома. Трэба падумаць і аб тым, як будзеш жыць замужам. А пра што тут думаць? Напэўна, не будзе горш, як дома. Не горш. Гэтага мала. Трэба, каб лепш было. Калі пайсці ўжо замуж, дык быць дамай, як належыць, пані. Яно вельмі добра, не трэба лепш. Але як гэта зрабіць? Ты ж у нас разумніца, навучы. Трэба заўважаць з размовы, у каго што ёсць, хто на што спадзяецца. А калі цяпер няма, дык не мае чаго на ўвазе. Адразу з гаворкі ты відаць, хто які чалавек. Той, Жану, што з тобой гаворыць, калі вы з ім адны застаецёся? Ну же, Юленька, вось хоць зараз галаву адсячы, нічога не разумею, што ён гаворыць. Сцісні руку так моцна і пачне гаварыць, і пачне. Нечаму мяне навучыць хоча. А чаму ж? Да праўды, Юленька, не ведаю. Нешта вельмі мудрэцкае. Чакай, можа, успомню. Толькі каб не засмяяцца. Словы такія смешныя. Чакай. Успомніла. Якое прызначэнне жанчыны у грамадстве? Пра нейкія яшчэ грамадзянскія дабрадзействы гаварыў. Я ўжо не ведаю, што такое. Паліна, прызнацца сказаць, на твайго надзеі мала. Не, мой не такі. А які ж твой? Мой Белагубаў хоць і агідны крыху, але надзеі падае вялікія. Вы, кажа, пакахайце мяне. Цяпер яшчэ, кажа, мне жаніцца не пара, а як стал начальнікам зробіць, дык я жанюся. А я ў яго і пытаюся, а што гэта такое, сталаначальнік? О, гэта першы сорт, кажа. Гэта мусіць нешта добрае. Я, кажа, хоць і неадукаваны чалавек, але я маю вельмі много спраў з купцамі. Дык я буду вам з гораду розныя шаўковыя матэрыі вазіць. І наконт правіянту, кажа, ўсё будзе. Ну і што ж, і вельмі добра, Паліна, і няхай возіць. Тут і думаць няма чаго, за такога чалавека трэба ісці. А ў майго, мабуць, няма знаёмых купцоў. Ён мне нічога пра гэта не гаварыў. Ну, калі ён не будзе мне нічога прывозіць. Напэўна, у твайго таксама ёсць. Ён жа служачы. А служачым усім дораць. Усім, каму што патрэбна. Каму матэрыі розныя, калі жанаты. А калі халасты, дык сукны, трыко. А ў каго коні, дык аўса, альбо сена. А то дыкі грашыма. Мінулы раз Белагубаў быў у камізэльцы. Ну, памятаеш, такая стракатая. Гэта яму адзін купец падарыў, ён мне сам казаў. Все-таки трэба запытацца, ці ёсць у Жадава знаёмыя купцы? Уваходзіць Кукушкіна і аглядае пакой. Як себе не похвалить? У меня чистота, у меня порядок. У меня все в струне. А гэта што? Ды змілуйцеся, сіл маіх не хапае, усю паясніцу разламала. Як ты смеешь, паскуды, так размаўляць? Ты за что жал не берешь? У меня чистота, у меня порядок, у меня по ниточке ходи. Юленька, я с вами хочу говорить. Что загадаете, маменька? Вы ведаете, сударыня, что у меня ни за мной, ни передо мной ничего нема? Не ведаю, маменька. Пора ведать, сударыня. Дохода у меня нема ни откуль. Одна пенсия. Зводь концы с концами, як хочешь.
Я сабе ва ўсім адмаўляю, кручуся як злодзей на кірмашы, а я яшчэ не старая жанчына. Могу себе пару знайсці. Разумеете вы гэта? Ну, разумею, маменька. Я вам справляю модные сукенки, розные дрындушки, а для себя перефарбовываю да перакроиваю старога. Ці не думаете вы, что я роблю гэта для вашей приемности, для фронтовства? Так помыляетесь. Все это робится для того, чтобы отдать вас замуж, з рук збыть. Мы, маменька, давно гэта чули. Вы скажите, у чым справа? А ты молчи. Не с тобой говорить. Тебе за дурость Бог счастья дал, дык ты и молчи. Каб не дурень гэтай жады, увек бы тебе горовать у девках сидеть за твое легкодумство. Кто из разумных тебе возьми? Кому потребно? Хвалиться тебе нема чим. Тут твоего розуму ни на волос не было. Нельзя сказать, что ты его причаровала. Сам наскочил, сам у петлю лезь. Никто его не тягнул. А Юленька, девчина разумная, повинна своим розумом себе счастье сдобыть. Ну, дозвольте доведаться, будет из вашего белогубого толк ці не? Я, маменька, не ведаю. А кто ж ведает? Вам ведомо, сударыня, что я чужих молодых людей в доме не принимаю. Я принимаю только женихов, альбо тых, якія могут быть женихами. У меня, коли крыху подобно до жениха, коли ласка домочиненный. А як завилял хвостом, дык поворот-отворот. Нам таких не треба. Я свою репутацию берегу, ты и вашу так само. Маменька, але что ж мне робить? Робить то, что загадано. Вы памятаете одно, что вам у девках заставаться нельзя. Вы повинны будете в кухне жить. Маменька, так я ж робила все, что вы мне загадали. Ну что же вы робили? Будьте ласковы, говорите, я буду слухать вас. Ну, коли он пришел до нас другі раз, ну, памятаете, вы его еще силком приволокли. Дык я зробила ему вочки. Ну, а он что? А он неяк дивно стискав губи и облизывался. Мне здається, он такий дурний, що нічого не зрозумів. Тепер кожний гімназист спритніший за його. Я там ваших наук не ведаю. А бачу, что он почтивый, и ёсць у ім гэткае нейкае паддобрванне до начальства. Значится, ён далёка пойдзе. Я гэта адразу зразумел. Далей. А коли он был у нас третий раз, ну, памятаете, у пятницу, я ему верши читала про кохання. Дык он так само, здається, нічого не зрозумів. А уже четвертый раз, дык я ж ему записку написала. Ну, что ж ён? А он пришел, каже, моє серце, каже, ніколи від вас не відворочувалося, а завсёды було, ёсць і будзе. Ну далей. І каже, як толькі, каже, я атрымаю месца столоначальника, дык буду у вашей маменьки слезно просить руки вашей. А хутка ён атрымае? Не ведаю, каже, что хутка. Ходи, Юленька, поцелуй меня. Выйсці замуж, любая моя, для дзяўчыны великая справа. Вы гэта пасля зразумееце. Я ж маці, и мать строгая. С женихом что хочешь роби, я праз пальцы буду глядеть. А уже с чужим не смеешься. Не дозволю. Ну иди, Юлька, сядь на свое место. А выйдите, дети, замуж. Вот вам моя порада. Мужов не раздурвайте. Таких, что хвилиной точить, каб гроши здобывали, а то разглянуться, потом сами плакать будете. Шмат чему треба было вас научить, али вам теперь, девчатам, всего сказать нельзя. Коли здарится что, приезжайте просто до меня. У меня за все для вас прием, николи заборон нема. Я все сродки ведаю, всякую пораду могу дать, на вот и по докторской части. Маменька, конечно, приехали! Белогубов с нейким старым. На место! Юленька, спусти крыху мантылью с правого плеча. Уваходит Белогубов с Юсовым. Добрый день, Фелисата Герасимовна. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вось яны хотели. Это мой начальник и добродей Аким Акимович Юсов. Усё ж таки лепш, Фелисата Герасимовна, коли начальство. Коли ласка, сядайте. А вот рекомендую вам.
две мои дочки, Юленька и Полина. Зусім дети, ни об чему явления не мають. Им бы еще у ляльки гулять, а не замуж выходить. И шкода расставаться, ничего не зробишь. Таки товар дома не утрымаешь. Так, гэта ўжо закон лёсу, коло житейское, что предначертано от веку, того уже человек не может. Я вам правду скажу, Аким Акимович, яны у меня у строгости выховываются, от до сего отдалены. Гроши я не могу дать за ими шмат, але уже за моральность мужи будут удячны. Я люблю детей, Аким Акимович, але строгие, вельми строгие. Полина, идите распорядиться на кончаю. Зараз, маменька. Я сам строгий. Белогубов. Что загадать? Строгие. Строгис. Юлия Ивановна, а у меня снова новая камизелька-с. Возьму, поглядите. Вельми пригожая. Это вам той же купец подарил? Не, другис. У этого фабрика лепшая. Пойдем в гостиную. Я вам свою работу покажу. Як кахаюць одно другого. Любо глядеть. Одного не хапай молодому человеку. Мест, скажи, нема доброго. Не могу, кажется, забеспечить жонку усім полным спокоем. Каб, кажется, стала начальником, зрабілі б. Змог бы жонку утрымліваць. Шкада, Аким Акимович, таки славный молодый человек. И так закахан. Покрыху, Фелисата Герасимовна, покрыху. Однако вы повинны ведаць, ці хутка ён месца гэтай атрымае. Можа, нават гэта і ад вас залежыць, і я за яго прасітелька. Вам нельга будзе мае просьбы не уважыць. Я маці, чулая маці, клопачуся об счастье своих детей, своих птушанят. Хутка будь. Я уже об им докладывал нашему генералу, а генерал весь у моих руках. Что я скажу, то и будет. А мы его зробим, столоначальника. Фелисата Герасимовна, Белогубова я люблю, як сына, у ім пачуццёю. Так. А вось, признаться вам сказать, другі ваш жених, и он так само под начальством у меня, дык я могу мерковать. А что ж такое? Недобронадейный. Чаму ж? И он же не пьяница, не лайдак, и по службе не гультай. Так, але недобронадейный. Яким же чином растлумачьте мне, батюхна Аким Акимович, я ж маті. А вось бачите, Фелисата Герасимовна, мае такого человека свояком, Аристарх Владимирович Вышневский. Ведаю. Особо, уже можно сказать, особо. О, ведаю. А он, выказывая непошану, Ведаю. супроть начальства грубый, фанаберстый звыш меры, и на вот такие думки разбэшчивые юнаков, а особливо вольнодумство. Ох, начальство повинно строго глядеть. Ведаю. Ну, а коли ведаете, дык сами можете мерковать. Ох, якие часы пришли, Фелисата Герасимовна. Життя нема. От кого? От дрыни, от хлопчуков. И сотнями выпускают их. Ой, заполонять над Зусей. Аким Акимович, а женится пераменится. Я не ведать усяго гэтага не могла. Я не такая маці. Без оглядки я ничего не зараблю. У меня такое правило. Як только унадзіўся до нас молодый человек, так и пошлю ведать про его всю подноготную.
Всех той дурості у їм, по-моєму, от холосток життя. Ось як ожениться, ды мы на его насядем, так и с дядьком помириться, и служить будет добро. Ну что ж, и он переменится, и начальство до его переменится. Так, нема ранейших чиновников Пелисата Герасимовна. Занепадает чиновничество. Духу того нема. А якое життя было в Пелисата Герасимовна, а? Рай, просто рай. Помирать не треба. Купались Пелисата Герасимовна, а? Просто купались. Ранейшие чиновники были, а? Орлы. Орлы. А теперь молодь верхогляды пустота. Уваходит Жадов. Коли ласка, Василий Николаевич, коли ласка, Полина зусім забаркотилась по вас. Все в очи проглядела. То до одного окна подбежит, то до другого. Так кахает, Василий Николаевич. Ну за что вас так кахает? Ну скажите мне. Выбачайте, Пелисата Герасимовна, я спозднился крыху. Аким Акимыч? Вы яким чином? Аким Акимыч такие добрые, так клопотятся в своих чиновниках. Я уже и не ведаю, яким быть вдячной. Сами потурбовались приехать познакомиться. Дякую вам. А урешті даремно турбовались. Я, Пелисата Герасимовна, больше для Белогубова. Родню его нема, так я ему заместо батька. Да не говорите уже, Аким Акимыч. Вы сами семейный человек, и я одразу убачила, что вы стараетесь молодых людей заохвачивать до семейного життя. Я сама такого ж погляду. Вы себе уявить не можете, Василий Николаевич, як я покутаю, коли бачу, что два закоханые сердцы разлучая якая-нибудь перешкода. Коли читаешь роман, бачиш, як обставин забороняет закоханым бачиться, альбо батьки незгодны, альбо багаття не дозволяє. Як покутаєш в эту хвилину, я плачу, просто плачу. Коли ласка, чай готов. Василий Николаевич, як вам не соромно примушать так покутывать? Я чакала вас. Виноват. Пойдем. Пойдем, Аким Акимыч, пойдем. Жадов, Полина, Кукушкина и Юсов выходят. У покои застались Белогубов и Юленька. Як я бачу, вы все меня подманываете. Як же я смею вас подманывать? На что это подобно? Мужчинам верить ни у чим нельга, а ни у чим. А чому ж такая критика на мужчин? Якая ж гэта критика, коли гэта сама правда? Не может быть, гэта одна гаворка. Мужчины звычайно говорят комплименты, а паненки им не верить. Кажуть, мужчины подманщики. Ага, а вы все ведаете. Вы сами, мусите, вельмі шмат комплиментов говорили в своем житті. А мне не было кому, да я и не умею. Вам же ведомо, Юлия Ивановна, что меня недавно почали примать у домах, а до этого и знакомства ніякого не имел. И вы никого не подманывали? На ком чего вы пытаетесь? Не говорите. Я не верю ни в одному вашему слову. Да за что ж, Юлия Ивановна, это ж навіть кривно. Здається, можете зрозуміти. Не разумеется? Не хочете. Я вас могу запевнить, чим хочете, что я завсёды, як был закоханий, так и теперь. Я вам уже докладывался. Кохаете, а марудите. Так. Разумею. Да это ж не такая справа, хутка нельга. А чему гэта Жадову можна? Зусім іншая справа. У яго дяденька багаты, да і сам ён чалавек адукаваны, заўсёды можа месца мець. Хоць і ў настаўнікі пойдзе, ўсё хлеб. А я што?
Юлия Ивановна, покуль не дадут место столоначальника, ничего не могу. Да и вы сами не захочете капусту да кашу есть. Это нам можно, а вы Паненко, вам нельзя. А вот отрымаю место, тады зусім іншы переворот будет. А калі гэты переворот будет? Теперь хутка. Обещали, як только отрымаю место, да кутуешь хвилинку. И после только гарнитур себе новую шию. Юлия Ивановна, я уже и мамице сказал. Юлия Ивановна, вы не сердуете. Вы не от меня это залежит. Дозвольте ручку, дозвольте. Юлия Ивановна, я уже и сам чекаю, и не дочекаюсь. Убегая Поленька, ведуши за руку Жадова. Убачивши Юленьку и Белогубова, яна спыняется. Пойдем, покинем их одних. Ведаете, что я вам скажу? Не ведаю. Только вы, коли ласка, маменьце не кажите. Не скажу, будьте спокойны. Я бы сказала вам, да боюсь, что вы перестанете меня кахать. Вас перестать кахать? Да хиба это можно? А вы правду кажете? Да не перестану кахать, поверьте. Ну, глядите ж, я вам без хитрости скажу. У нас у доме усё подман, усё, рашуче усё. Вы, коли ласка, ничему не верьте, что вам кажут. За нами ничего нема. Маменька кажет, что нас любить, а зусім не любить. Только хочет худшей из рук сбыть. Женихов в очи хвалить, а за очи лае. Нас примушає прикидываться. Вас это обурає? Але я не прикидываюсь. Я сапраўды вас кахаю. Вы меня з розуму зводите. Да еще вот что я вам скажу. Мы ж зусім не адукаваны. Еще Юленька то и все ведает, а я так зусім дурница. Як дурница? Так, як бывают дурницы. Ничего не ведаю, ничего не читала. Что вы часом говорите? Ничего не разумею, зусім ничего. Вы ангел. Я вы столько добрейшая за Юленьку, а дурнейшая за ее куды? За это я вас и кахаю, что вас не поспели ничему научить, не поспели сапсавать вашего сердца. Вас трэба хутчэй взять адгэтуль. Мы з вами пачнем новое жыццё. Я з любасцю займуся вашим выхаваннем. Якая асалода чакае мяне? Не хутчэй бы. Чего же откладывать? Я уже вырашил. А у вас есть знакомые купцы? На что вам? Так, мне хочется ведать. Я не разумею, однако, на что это вам? А вось на что. Белогубов кажет, что у его есть знакомые купцы, и что яны дорать ему камизельки. А коли ён оженится, тады будут дарить матеры и жонцы на сукенку. Вось что. Ну не, нам дарить не будут. Мы с вами будем сами працавать. Правда, Полина? Правда. Не, Полина, вы еще не ведаете великого счастья жить своей працей. Вы усім забеспечены. Бог даст уведайте. Усё, что мы набудем, будет наше. Мы уже никому не будем обовязаны. Разумеете вы это? Тут две асалоды. Асалода от працы и асалода вольно, спокойным сумлением распоряжаться своим добром, не пытаючися ни у кого дозволу. А это лепше за всякие подарки. Правда, Полина, что лепше? Так, лепше. Хочете, я вам загадку загадаю? Загадайте. Что идет без ног? Вот какая загадка. Дождик. Ой, ну як это вы все ведаете? Крыв наш. Я так никак не могла догадаться. Юленька уже сказала. Дитя, заставайтесь заўсёды такой. А можно злічить зорки на небе? Можно. Не, нельга, я вам не поверю. Да нема чего и лечить, они уже злічим. Вы смеетесь из меня. Мне смеяться с вас, Полина. Я все життё хочу присвятить вам. Поглядите на меня. Хиба я могу смеяться с вас? Нет, нет. Вот вы кажете, вы дурница. Я дурень. Смеетесь из мне, да уже шмат кто и смеется. Без сродков, без богатья, с одними надеями на будущее я женюсь с вами. Коли ж мне думать, я так кахаю вас, что мне нема коли думать.
Я сама вас кахаю. Уваходзяць Кукушкіна, Юсаў, Белагубаў і Юленька. Поглядите, поглядите, не вы, голубочки, не перешкоджайте им, любо глядеть. Елисата Герасимовна, отдайте мне этот скарб. Признаюсь вам, мне тяжко с ею разлучаться. Это любая моя дочка, и она была бы мне утехой на старости. Але Бог с ей, возьмите ее. Ее счастье для меня дороже. Вы соправдая мать Елисата Герасимовна. Так, я этим похвалиться могу. Не выхование дочок неудячная справа. Выгодаешь, выпустишь коли себе, а потом отдай чужому человеку. Останься сиротою. Жахливо. Маменька, мы вас не покинем. Маменька, мы вас не покинем. Прайшло 1,5 гады. Жадаў пераканаўся за гэты час, што не так лёгка ажыццявіць свае мары. Каб забяспечыць мінімальнае існаванне, ён вымушан працаваць з раніцы да ночы. Паліна прадастаўлена самой сабе. Яна цэлымі днямі сядзіць адна у бедным пакойчыку Жадава і сумуе. Ой, як нудно, просто смерть. Маточка, голубочка, Сонейка моё, пошкодуй ты, родная, дитятка свое. Якая песня в голову пришла? Ой, ну провалилась, здаецца, з нуды. Як хочется поговорить с кем-нибудь, каб кто-нибудь пришел, вось бы я была рада, сразу б развеселилась. А то на что это подобно? Сиди одна, все одна. Бывало мы у маленькой, раница настанет, трещим, як пройди, а теперь и поговорить нема с кем. Маточка, Уваходзіць пышна апранутая Юленька. Ой, добрый день, як я тобі рада. Сідай-ка, Танюш. Не, я до тебя на хвилину. Як ты хорошо одета, сестрица. Так, я теперь купляю себе все, что только есть лепшее иное за межи. Счастливая ты, Юленька. Так, я могу про себя сказать, что я счастливая. А ты, Полина, як ты живешь? Теперь зусім не такий тон. Теперь во всем заведено жить у роскоши. Что ж мне робить? Хіба я виновата? А мы вчора в парку были, весело было, судом. Некий купец шастовал на свече шампанским, фруктами разными. А я усе дома сиджу одна, з нуди гину. Так, Полина, а я теперь зусім не тая стала. Ты не можешь себе уявить, як гроши и доброе життя робят человека благородным. А ты, боже мой, это жах. Ну что твой муж робит, скажи мне, коли ласка? Ён меня нават и до вас не пускай. Усе загадывая сидеть дома да працаваць. Как это по-дурному. Лічить себе разумным человеком, а теперешнего тона не ведает? Господи, боже мой, я же повинен был ведать, что человек створенный для громадства. А як ты кажешь? Человек створенный для громадства. Ну кто ж этого не ведает, это теперь усім відомо. Добре, я ему скажу. А ты б з ним свариться поспробовала? Пробовала? Да что за корысть? Заўсёды яго правда выходить, а я виноватой остаюсь. Да ён кахае цябе. Ой, вельмі кахае. А ты яго? И я кахаю. Ну так ты ж сама виновата, душа моя.
Ласки з мужчин нічого не зробиш. Ось ти ж до його лащишся, так він сидить, зложивши руки, ні про себе не думає. Ён шмат працує. Працує. А що за користь з його праці? Ось мой муж, ён не шмат працує. А ти погляди, як ми живемо. Чого тільки у нас в домі нема. Каб ти тільки поглядела, і за який короткий час. Откуда я тільки бере? А твой, ну что б это такое? Сором глядеть, як вы живете. Что ж не робить? Да ён просто тиран. Что тебе много говорить? Ты ему скажи, что ты его не кохаешь. Вот и все. Нет. Альбо вот что лепш. Ты скажи ему, что тебе обрыдло такое життё, что ты не хочешь больше с ним жить, переедешь до маменьки. И каб ён не ведал тебе, а я уже маменьку попереджу. Добре, я гэта зраблю, лепш не трэба. А я, Полина, тебе капелюш привезла, гляди. Ой, якое хараство! Дякую, сестричка, душечка. А то у тебя старый уже никуда не лад. Страшенное паскудство, брыдко на улицу выяснить. Ну что ж, ты уже ничего не зробишь, Полина. Покуль что, кольки можем, мы будем тебе потребовать. Только ты, Полина, ты ж гляди, не слухай своего мужа. Ты ж ему растлумач, як мае быть, что ты его дарма кохать не будешь. Ты зразумей, дурненькая ты моя, за что? За что ж их дарма кохать-то, мужок? Это нават дивно. Забяспечь, скажи усім, каб я блішчэла сярод людей, тогда я буду тебя кохать. Так это ён наўмысле не хочет твоего счастья, а ты молчишь? Няхай ён толькі попросить у своего дяденьки, и ему дадут такое же доходное место, як у моего мужа. Я уже теперь до его пристану. А ты только уяви себе. Ты такая пригоженька, да прибяры тебе с густом, да посади у театр, прягни. Усе мужчины, лорнеты у тебя так и уторопят. Не говори, сестрица, заплачь. Давай себе гроши. Часами, коли что треба будем, можешь без мужа обойтись. У нас теперь есть сродки, так мы надумали нават и другим доброту робить. Дякую, сестрица. Только ён бадай разлуецца. Великое важно, разлуецца. А что на его глядеть? От родни, не от чужих? Что ж, пред его ласку голодной будешь сидеть? Бывай, Полина. Бывай, сестрица, бывай. Якая гэта Юленька у нас разумная. А я дурница. Ой, новый капелюш. Я теперь целый тыдзень буду веселый, коли только муж не сапсуе настрою. Маточка, Уваходить Кукушкина. Ой, а тебе все песеньки на уме. Добрый день, маменька, з нуды. Я зусім до тебе и ходить не хотела. Чему, маменька? Гадко мне, сударыня, гадко бывать у вас. Да как уже, близко и шла, да и зайшла до тебе. Галеча, бедный. Я этого бачить не могу. У меня чистота, у меня порядок. А тут что такое? Хата вязковая, бредота. Чем же я виноват? Ну, бывают же такие паскудники на свете. А врешті я его и не виноват. Я на его ніколи надей не имел. Але ты чего ж молчишь, сударыня? Чи не казала я тебе не раз? Не потурай мужу, точи его что хвилинно и день и ночь. Давай гроши, давай, где хочешь возьми, али дай. Я б сказал, ты на то и треба, на другое треба. Маменька б сказала, у меня тонкая дама, треба ее пристойно принять. Скажи, нема у меня? А мне б сказал, что до того. Хоть укради, отдай. На что брал? У меня уже жениться, мне и жонку утримливать пристойно. Да как бы от ранку до вечера дял блат ему в голову, а ну ж бы очухался. У меня на твоем месте інших говорки и не было. Я отчуваю, что я дурная.
Ён прилашить мяне, я і рада. Ну, вось пачакай, мы на яго абедзве усядзем. А ну ж падасца. Галоўнае не раздурваць і не слухаць яго дурной гаворкі. Ён сваё, а ты сваё. Спрачайся до непритомности, не уступай. Уступи им. Яны готовы на нас хоть воду возить. Ці ведаеш ты, што ў яго на уме? Где мне ведаць? Гэта, бачыш, ёсць такая дурная философия. Я недавно в одном доме чула. И теперь она у моду увайшла. Яны набрали себе в голову, что разумнейшие за всех на свете, а все дурни да хабарники. Хабар. И что за слово? Хабар. Не хабар, а подяка. А от подяки отмовится грех. Коли ты холостый человек, на тебе и суду нема, вар'яти як хочешь. Хоть ты себе и жални не бери. А коли я женился, так умеешь жонкой жить. Не ошукивай батьков. За что яны кромсают батьковское сердце? Коли уже хочешь жениться, так жениться с яким-нибудь заблудными, яким все равно типаней быть и кухаркой, які кохаючи их рады себе спадницы мыть, пограть на рынок флундраться. А я же такие женщины, что не разумеют. Вось ён из мяне хоче зрабіць тое самае. Что трэба жанчыне? Адукаванай, якая, бачыце, разумее все жыццё. Жанчыне трэба, каб яна адзета была заўсёды хороша, каб слугі былі, а галоўнае патрэбен спакой, каб яна могла быць у баку ад усяго. По своей благородности ніякія гаспадарскія згрызоты не услухоўвалася. Ад Ёленька так і робіць. Яна зусім ад усяго ў баку, апрача таго, што заняцца сабой. Яна спіць доўга. Муж раніцой павінен распарадзіцца на конт стола, а потым дзеўка напоіць яго чаем, і ён едзе на службу. Нарэшце яна устае. Ну, чай, кофе, все для яе готово. Прибрался наивидательнейшим чином и сел до окна чакать мужа. А вечером, одея лепшую сукенку, едет в театр по гости. Вот життя, вот порядок, вот так дама повинна вести себе. Ну что может быть благороднее, что деликатнее, что пощетнее? Хвалю. Ах, Вася Солода, хоть бы тыдень так пожить. Так, с твоим мужем ты дочакаешься, як же? А вы уже его, маменька, як має быть? А то мне аж зайздросну. Юленька, як не приедет, усе у новой сукенце, а я усе у одной да у одной. Маменька, вось ён ідзе. Ага, ну. Добрый день, Фелисата Герасимовна. Ах, як я стаміўся. Запрацаваўся, зусім адпачынку сабе не ведаю. Раніцой на службе, днем на лекциях. Ночью над справами сижу. Беру выписки складать, добро платить. А ты, Полина, вечно без работы. Вечно склавши руки сидишь. Николи тебе за работой не застанешь. Яны у меня не так выхованные, до работы не привучаны. Вельми дрэнна. Пасля цяжка прывыкаць, калі з маленства не прывучаны. А трэба будзе. Нема чаго ёй прывыкаць. Я их не у пакаёўкі рыхтавала, а замуж за благородных людей. Мы з вами розных поглядаў, Фелисата Герасимовна. Я хочу, каб Полина слухала меня. Это значит, вы хотите зрабіць з яе работницу. Дык уже такую себе под пару и шукали. А уже нам, прабачьте, мы люди зусім іншых поглядаў у жыцці. У нас благородность ад нараджэння. Якая благородность? Гэта фанфаронство пустое. А нам зусім не до гэтага. Вас послухать, дык в уши вянуце. А вот что трэба сказать. Каб я ведала, что яна несчастная, будет такое жабрацкое жыццё вести, ни за что б не отдала за вас. Вы, коли ласка, не утлумачиваете ёй, что яна несчастная женщина. Я прошу вас. А то яна сапраўды подумае, что несчастная. Зато счастливая. Ну, вядома, у самым горким становішчы жанчына. Другая на яе месцы не ведаю, што б зрабіла. Полина, перестань дурить, пошкадуй меня. У тебе усе дурить. Видать, ты не любишь, коли тебе правду говорить. Якую правду? Вядома, что правду. Маменька уже не будет хлусить. Ну, мы с тобой пасля поговорим. Нема про что говорить. Вядома.
Вот несчастье. Уяви, Полина, я была у Белогубова, и он купил жонці и аксамитную сукенку. Аксамитную? А якого кольору? Вишневую. Ах, уявляю, як їй дадва. Чудовно. Тільки уяви, Поліна, який дураслівець Білогубов. Насмешил, просто насмешил. Вот, маменька, я, кажется, скаржуся вам на жонку. Я ей купил аксамитную сукенку, и она меня так целовала, аж укусила болюче. Вот житё, вот кохание. Не то, что у інших. Это незносно. Дозвольте запытаться, милостивый государь, за что яна покутая? Дайте мне отказ. Яна уже вышла с-под вашей опеки и поступила под мою, и тому дозвольте мне распоряжаться ее житьем. Поверьте, что будет легче. Але я маті. А я муж. Бачим, який ви муж. Ніколи любого мужа не може порівнятися з батьковською. Які батьки? Які б не були. Не вам равня. Ну и вас якие батьки. Мы с мужем по копеечке збирали, каб выховать дочок, каб отдать их в пансион. Для чего это, як вы думаете? Для того, каб яны мели добрые манеры, не бачили вокруг себе бедности, и з маленства приучить их до доброго життя, благородности у словах поводинах. Дякую вам. Я вас амаль год стараюсь выбить з яе ваше выхование, да ніяк не могу. Здається, половину життя дав би, каб тільки яна його забыла. І хіба я її для такого життя рихтувала? Я лепш би руку собі дала всячі, як бачить дочку в таким становищі, у бедності, у покуті, у жабратстві. Киньте вашу спогаду, я прошу вас. Хіба яны у меня так жили? У меня порядок, у меня чистота. Сиротки у меня самые незначные, а все-таки жили яны як сердцаїні. Где дверь у кухни не ведали, с чего страва варится, только и займались размовами о почутях и предметах благородных. Правда, такой глибокої розбещеності, як у вашей семьи, я не бачу. Хіба такие люди, как вы, могут оценить благородное выхование? Моя вина. Я поспешилась. Каб яна пошла за человека с деликатными почуттями, то и бы не веду бы, як дякувати мне за выхование. И яна была б счастливая. Бо пристойные люди не примушают жонок працаваць, да гэтага у іх слуги ёсць, а жонки толькі для... Для чаго? Як для чаго? А хто гэтага не ведае? Вядома, для того, каб адзявацца як найлепш, любавацца, гледзячы на яе, вывозить у людей, доставлять все осолоды, выконывать все, что она пожадает, як закон, боготворить. Як вам не сором? Вы, пожилая женщина, дожили до старости, выгодовали дочок, выховали их, а вы не ведаете, для чего человеку дадена жонка? Соромились б. Жонка не цацка, а помощница мужу. Вы дрэнная мать. Так, я ведаю, что вы вельми рады себе жонки кухарку зрабіць, жорсткі вы человек. Годі глупства молоть. Маменька, киньте. Нет, я не кину. Ты что выдумала, каб я его кинул? Перестаньте, я вас слухать не буду и жонке не дозволю. У вас на старости год все глупство в голове. Что за размова, а? Это что за размова? А между мной и вами іншей размовы не может быть. Дайте нам спокой, я прошу вас. Я кохаю Полину и обязаны берегчи ее. Ваши размовы шкодные для Полины. Яны толькі разбэшчываюць. Не вельмі завіхайцеся, милостивый государь. Вы абсолютно ничего не разумеете. Не разумею? Не, я вельмі добра разумею. Бачила я прыкладе, як жанчыны гінуць ад беднасці. Беднасць до ўсяго даводзіць. Іншая б'ецца, ну і соб'ецца з дарогі. Нават і вінаваць нельга. Что? Як вы можете говорить при дочце такие речи? Вызвольте нас от своего наведывания. Зараз же. Коли дома холодно, ды голодно, ды муж гульцай, нехотя будешь шукать сродков. А киньте нас, я вас по-доброму прошу. Вы меня выведете с терпливости. Я дома пойду. И нога моя николи не будет у вас. Ой, ну и мушу тебе, ой, гора. Вот несчастье. Давайте, маменька. Плачь, несчастная осляра. Оплакивай свой род. Плачь до могилы.
ужо лепш помры, несчастная, каб не разорвалось мое сердце. Легче мне будет. Торжествуйте! Вы свою справу зробили. Шукали, прикинулись за каханом, спокусили словами и потом загубили. Уся ваша мета была у гэтым. Теперь я вас разумею. Торжествуйте! Вы свою справу зробили. Трэба будзе з Палінай стражэй пагаварыць. А то, чаго добрага, яе зусім з толку саб'юць. Елісата Герасімовна, мусіць, больш да нас не прыйдзе. Гэтаму я вельмі рад. Я хацеў бы, Паліна, каб і ты да яе не хадзіла, а таксама і да Белагубовых. Ці не загадаеце дзеля вас усю радню кінуць? Не для мяне, а для сябе. У іх ува ўсіх такія дзікія погляды. Я ж тебе навучаю на добрае, а яны разбэшчваюць. Позна мяне вучыць. Я ўжо вучоная. Для мяне было б жахліва пераканацца ў тым, што ты кажаш. Не, я спадзяюся, што ты мяне зразумееш нарэшце. Ну, цяпер шмат работы ў мяне, а вось будзе менш, мы з табой зоймемся. Раніцой будем працаваць, а вечарамі будем чытаць. Табе шмат трэба чаго прачытаць. Ты ж нічога не чытала. Як ж? Буду я сядзець з табой. Вельмі весела. Чалавек створаны для грамадства. Што? Чалавек створаны для грамадства. Адкуль гэта ў цябе? Ты мяне сапраўды дурніцай лічыш? Хто ж гэтага не ведае? Кожны ведае. Што ты мяне з вуліцы ўзяў, ці што? Для грамадства трэба ж себе падрыхтаваць, набыць веды. Нічого гэтага не трэба. Трэба толькі адзявацца па модзе. А мы і гэтага не можам. Значыць, і гаварыць няма чаго. Займіся лепш работай якой-небудзь, і я возьмуся за працу. Работаю займайся. Што гэта ты выдумаў? Будзе табе ўжо мной камандаваць, папракаць ды насмяхацца. Што гэта? Паліна? А той, што я хочу жыць так, як людзі жывуць, а не як жабракі. Абрыдна ўжо. І так я з табой загубіла сваю маладосць. Вось навіна. Я гэтага не чую яшчэ. Не чуў? Дык пачуй. Ты думаеш, калі я маўчала амаль год, так усё буду маўчаць? Не, уже выбачай. Ну, ды што гаварыць? Я хочу жыць так, як Юленька жыве, як усе благародныя дамы жывуць. Вось табе і сказ. Ось што. Толькі дазволь цябе запытаць, на якія ж сродкі нам так жыць? А мне ж да таго. Хто кахае, хай сродкі знойдзе. Да ты пашкадуй мяне. Я і так працую, як вол. Ну, працуеш ты, ці не працуеш? Мне няма ніякай справы. Ні на пакуту, ні на здзек я за тебе замуж ішла. Ох, вы мяне сёння зусім змучылі. Змоўкні, калі ласка. Як жа? Буду я маўчаць. Праз твою ласку усе смяюцца з мяне. Што я сораму нацярпелася? Сястрыца пашкадавала ўжо. Сёння прыехала і кажа: ты, кажа, сароміш нас, усю нашу радню. У чым ты ходзіш? І гэта не сорам табе, а яшчэ упэўняў, што кахаеш. За свае грошы сястрыца купіла і прывезла капелюш мне. Капелюш? Так, вось ён, паглядзі. Што, прыгожы? Аднесі зараз жа назад. Назад? Зараз занесі, не смей ад іх нічога браць. Ну, гэтаму ўжо не быць. Уже будь спакойны. Дык я яго выкіну за акно. Дык ты вось як стаў. Добра, мой любы, я занясу. І занясі. Занясу. Бывай. Бывай. Развітаемся хораша. Вы ўжо мяне больш не ўбачыце. Гэта што за глупства яшчэ? Я да маменькі пайду. Там і застануся. Ты ўжо і не прыходзь да нас. Што за глупства ты гаворыш, Паліна? Не, я ўжо давно абдумала.
Что мое за жыццё? Одна мука и ніякой радости. И не грех тебе так говорить. Неужо ты со мной не бачила ніякой радости? Якая ж радость? Как ты богатый был, іншая справа, а то бедность терпеть. Что за радость? Я уже и на карты ворожила про свой лёс, и у ворожбитки пыталась. Выходит, самое несчастное. На карты ворожить, да ворожбитки ходить. А по-твоему карты глупство? Не, уже выбачай, ніколи не поверу. Карты ніколи не хлусять. Вот уже заўсёды правду кажуть. Но вот что у думках у человека, и то и на картах одразу ж видать. Ты ж ничему не веришь. У тебя усё глупство. Тому нам и счастья нема. Полина. Ай, зробите ласку, покиньте. Нет, ты меня не кахаешь. А за что ж тебе кахать? Вельми потребно дарма кахать. Як дарма? Як дарма? За каханье я ж тебе плачу каханьем. Да ты ж моя жонка. Хіба ты забыла про это? Ты обязана со мной делить и радость, и горе, коли б я был нават самый апошний жабрак. Гэта ж гадка нарэшце, гэта разбэшчанасць. Я не разумею, что вам за охота жить с разбещенной женщиной? Бывайте. Бог с тобой. Бывай. Коли ты можешь кинуть так спокойно мужа, дык бывай. А что ж такое? Рыба шукает, где глыбей, а человек где ляпей. Ну, бывай, бывай. Вась капелюш да капелюш, не той, что мой. Маточка, голубочка. Уга ты бы по улице пройдешь, усё ж таки кто-нибудь гляне и скажет: ах, якая хорошенькая, бывайте. Что у меня за характер? Куды он варты? Жонкой и то ужиться не мог. Что же мне робить теперь? Боже мой, я звалетею. Без яе мне нема чаго на свете жить. Як же это зрабілось? Я просто не разумею. Як я мог пустить яе к себе? А што яна будзе рабіць у маткі? Там же яна загіне зусім. Марья, Марья! Дагони пані, скажи, что мне трэба з ёю поговорить. Ну что ж, яна мае полное право. А чем яна виновата, что я не могу ее утрымливать пристойно? Ей же только 18 год. Ей жить хочется осолоды. А я трымаю ее в одном покое. Целый день дома не бываю. Доброе каханье. Ну вот и живи один. Вельми добро. Надзвычайно. Знов сирота. А раніцой пойду на службу. Пасля службы до дому няма чего ісці. Посяжу в трактире до вечера. А вечером домой один на холодную постель. Зальюся слезьми и так каждый день. Ну что ж, не умел с жонкой жить, так живи один. Не, треба отважиться на что-нибудь. Я повинен идти расстаться с ёй, и жить. Жить так, как люди живут. Вот про это треба подумать. Расстаться, а ці ж змагу я з ёй расстаться. Ах, якая мука, якая мука. Не уже лепше. Что с ветраками воевать? То я кажу, какие думки лезут мне в голову. Что вам треба?
Пришла. Снова пришла. И не ссором тебе. Ты меня так усхвалявала, Полина. Я думок не сберу. Я совсем разлюбился, Полина. Друг мой. Не-не, ты спершу ты мне подъезжай до Ты меня. пожартовала, Полина. Ты меня не покинешь? Вельми цікаво жить с тобой. Гаравать. Ты меня забиваешь, Полина. Коли ты не кахаешь, ты хоть пошкодуй меня. Ты ж ведаешь, як я тебе кахаю. Яно і відать. Так вас і кохають. Як же еще кахають? Як? Скажи. Я все зроблю, що ти мені загадаєш. Іди зараз до свого дядечки і помирися з ним. І попроси такого ж доходного місця, як у Білогубова. Да і грошей попроси, до речі. Після віддамо, як розбагатіємо. Ни за что на свете. Ни за что на свете. И не говори ты мне про это. Чого ж ти мені вернув? Сміятися чи що з мені хочеш? Так буде уже. Я тепер стала розумніший. Бывай. Стой, чекай. Полина, дай мне с тобой поговорить. Ну, об чим говорить? Уже усе переговорили. Не все, Полина, не все еще. Шмат мне треба еще сказать тебе. От, как можно мне было раптом передать тебе свою душу, передать то, об чим думал, Марю. Який же був счастливый. Ну, давай поговорим, Полина, поговорим. Ты только послухай. Одне ж ласки я прошу тебя. Говори. Ну, вот слухай. Заўсёды, Полина, ва ўсе часы былі людзі, яны і цяпер ёсць, якія ідуць супроць застарэлых грамадскіх звычаяў і умоў. Не таму, што ім так зажадалася, не па сваёй волі, не, а таму, што правілы, якія яны ведаюць, лепшыя, больш сумленныя за тыя правілы, якімі кіруецца грамадства. І не самі яны выдумалі гэтыя правілы. Яны іх чулі з пастырскіх і прафесарскіх кафедр. Яны іх вычыталі у лепшых літаратурных творах нашых і замежных. Яны выхаваліся паводле іх і хочуць правесці іх у жыццё. Што гэта нелёгка, я згоден. Грамадскія заганы моцныя. Цёмная большасць мае сілу, змаганне цяжкае і часта пагібельнае. Але тым больш славы для абраных. На іх благословенне потомства. Без іх хлусня, лиходейство, гвалт выросли б так, что заслонили под людей солнечное светло. Ты вар'ят, просто вар'ят. И ты хочешь, чтобы я тебе слухала? У меня и так розуму небагато, а с тобой я пош не стратишь. Ты послухай меня, Полина. Не, я уже лепш буду слухать разумных людей. Кого ж ты будешь слухать? Кто гэтыя разумные люди? Кто? Сестрыца Белогубов. И ты поравнала меня с Белогубовым? Скажите, коли ласка, а что ты такое за человек? Вядома, Белогубов лепш за тебе. У начальства у пашами жонку кахаю свои кони. А ты что такое? Только что выхваляться. Я разумный, я благородный, усе дурни, усе хабарники. Что за тон у тебе? Что за манеры? Якая бредота. Ты зловайся. Ну так бывай. Стой, почекай крышку. Пусти. Не чекай. Полиночка, любая, почекай. Ну что ты меня тримаешь руками? Ну який ты дивак. Захочу пойти, так не утримаешь. Что же мне с тобой робить? Что мне робить с моей милой Полиной? Иди зараз до дядечки и помирися с ним. Ну, чекай, дай подумать. Подумай. Я ж тебе кахаю. Для тебе готов на все на свете. Але что ты мне пропонуешь? Жах. Не, треба подумать. Так, подумать треба подумать. Ну, а коли я не пойду до дядьки,
Ты пойдешь ад мяне? Пойду. Зусім пойдешь? Ну, зусім. Не 10 же разоў табе гаварыць, абрыдла ўжо. Чакай. Ну, ці доўга мне чакаць? А ведай што, Паліна? А гэта ж добра, калі хорошенькая жонка і хораша адзета. І вельмі добра. Так. І хораша з ёю выехаць у хорошым экіпажы. Ой, як хораша. А маладую ж хорошенькую жонку трэба кахаць, трэба яе песціць. Так. Трэба яе хораша адзяваць. Ну што ж, нічога. А гэта лёгка зрабіць. Бывайце, юнацкія мары мае. Бывайце, вялікія прыклады. Бывай, моя сумленная будучыня. А я ж буду старым. У мяне будуць сівыя валасы. У мяне ж будуць Дети, что с тобой? Нет! Детей будем в строгих правилах выховывать. Нехай идут за веком. Нема чего на батьков глядеть. Да перестань. Дай мне поплакать. Это ж я плачу апошний раз. Что с тобой зрабілася? Ничего. Лёгка, все лёгка на свете. Толькі трэба, каб мне нагадывала нічога. А гэта просто зрабіць. А гэта я і зраблю. Я буду ухиляться, ховаться от своих ранейших сяброў. Не буду ходить туды, где говорить про сумленность, про святость обовязка. Целый тыдзень працаваць, а с пятницы на субботу збирать розных белогубовых и пьянствовать на краденные гроши, як разбойник, а там и привыкнешь. Ты нечто недоброе говоришь. Петь песни. Ведаешь эту песню? Бери, ніякой тут навуки. Бери, что можно только взять. На что ж причеплены нам руки, як не на то, как брать. Хорошая эта песенка. Что с тобой? Я уже и не ведаю. Ходим до дяденьки просить доходных мест. Кватэра Вышнеўскага. У пакоі Анна Павловна. Шпарка ўваходзіць усхваляваны Юсаў. Еще не приезжались? Не еще. Седайте. Вы нечему встревожены? Слов нема. Вусны не имеют. Ты что такое? Человек все равно корабель у моря. Раптом кораблекрушение и няма кому ратовать. Я вас не разумею. Я наконт бренности. Что трывалое в этом житті? С чим прийде? С чим предстанем? Одни справи, можна сказать, як ноша за плечима, свідчить на нас же, и думки нават усе записаны. Что, помер кто-нибудь, ці что? Да не помер. Переворот в житті. Хоть я тут и не подлегаю великой отказности, але все-таки на такой особой. Ну что трывалое, коли сам не обороняя. Над якой особой? Опала на нас. Выявились они бы провинности, нехватка сум, ну и
розные злоуживания. Да что ж? Что? Дык нас под суд? Это значит, я-то, уласно кажучи, не подлягаю великой отказности. А вот Аристарх Владимирович повинны будут. Что повинны? Отказывать усёй своей маёмостью и подпасти суду за супротзаконные быццам учинки. Починается расплата. Вядома, смяротный. Пачнут придираться, так бадай знойдут что-нибудь. Я так меркую, что паводле цяперашніх строгостей отставка. Повинен буду гараваць без куска хлеба. Вам, здаецца, далёка до гэтага. А лишь дети. Я ўсё думаў дорогою. С жалем думал, за что такая кара на нас? За гонорливость. О, гонорливость ослепляет человека, заслоняя в очи. Киньте, якая тут гонорливость? Просто за хабар. Хабар? Хабар, что маловажная речь. Многие подпадают. Смирение нема, вось головное. Лёс все ровно, что фортуна, як малююць на картине. Кола и наи люди. Поднимается вгору и снова опускается вниз. Узвышается и потом принижается. Так, все кругоподобно. Наладживай свой добробыт, працуй, набывай маёмасць, взносься ў марах и раптом голый. Вот что повинен человек памятать. Мы родимся, ничего не маем, так и в могилу. А для чего ж працуем? Вось философия. Что наш розум? Что он может постигнуть? Увайшоў Вышнеўскі і моўчкі прайшоў у кабінет. Як ён змяніўся? Па доктара трэба было паслаць. Яму надойчы на службе недобра зрабілася. Ай-яй-яй-яй, такі удар человеку с благородными почуцями. Ну як яго перанесці? Слухаю вас. Антон, сходи по доктора, попроси хутчэй приехать. Слухаюсь. З кабінета выходзіць Вышнеўскі. Я чула ад Акима Акимыча, с вами несчастье. Не падайте духом. Вы страшенно изменились. Вы дрянно себя отчуваете. Я послала по доктора. Якое притворство. Якая агідная хлусня. Якая бредота. Ніякай хлусні. Я вас шкадую, як шкадавала б кожнага ў несчасці, не больш, не менш. Не трэба мне вашего шкадавання. Не шкадуйте меня! Я обнеславленный, спустошенный. За что? Запытайте у своего сумления. Не говорите мне про сумление. Юсов, за что я загинул? Суджено. Лёс. Глупство. Який лёс? Моцные вороги. Вось причина. Вот что меня погубило. Ух, проклён вам. Позайздростили моему добробыту. Ну, як не позайздростить? Человек за несколько годов возвышается, богатеет, смело створяя себе счастье, будуя домы и дачи, купляя вёску за вёской, вырастая еще их на целую голову. Как перегнать
Ці хаця дагнаць яго патрэбен розум, геній. А розуму ўзяць нема дзе. Дык подставить ему ногу. Я задыхаюсь от злости. Зайздрость человека на все может подштурхнуть. Не падение мне варюя, не, а урочистость, якую я им доставляю своим падением. Кольки теперь говорки, кольки радости. О, черт возьми, я не переживу. Юсов, воды. Хмеловск, Аристарх Ильич. Уваходит Жадов, за им Полина. Ты чего? Дядечка, даруйте. Добрый день, дядечка. Добрый день, теточка. Пришел место просить. Як? Неужо? Ты пришел посмеяться с дядьки? Дядечка, я, може, образив вас. Даруйте мне. Захопление молодости, неведание життя. Я не повинен был. Вы мой свояк. Ну? Я поспытал, что значит жить без подтримки, без протекции. Я женатый. Ну, так чего ж тебе? Я живу вельми бедно. Мне б хапіла, а жонцы, якую я вельми кахаю. Дозвольте мне снова служить под вашим начальством. Дядечка, забеспечьте меня. Дайте мне место, где б я мог набыть что-нибудь. Доходное. Юсова! Вот яны героя. Молодый человек, які кричал усюды про хабар, говорил про некое новое поколение, ідзе до нас же просить доходного месяца, как брать хабар. Ничто себе новое поколение. О, Молодый был. Хіба что злушное говорил. Одни словы. Ну, что ж словы, так иными словами застанутся. Житье, небось, даст себе отчуть. Небось, кинешь философию. Ось тільки тое недобро, что раней треба было разумных людей послухать, а не говорить грубости. Не, Юсов, ты пам'ятаєш, який тон был, а? Якая упевненість у самім собі, якое обурення на злоучинки. Ці не ты это говорил, что расте некое новое поколение людей за светою, покутников за правду, які викриють нас, закидають нас грозой. Ці не ты это? Признаюся, я тебе верю. Я вас глибоко ненавидел, я вас боялся. Так, не жартуйте. А что ж выходит? Вы сумленные до того часу, покуль не вытклися лекции, які вам вбили в голову. Вы сумленные только до першей встречи с нестачей. Ну, взрадовал ты меня, нема чего сказать. Не, вы не варты ненависти, я вас зневажаю. Зневажайте меня, я сам себе агидным равлюсь. Ось люди, якія узяли себе привилею на сумленность. А мы с тобой, Юсов, обнеславлены, нас отдали под суд. Что я чую? Люди заўсёды люди. Дядечка, я не казал, что наше поколение больше сумленное за інших. Заўсёды были и будут сумленные люди, сумленные громадяне, сумленные чиновники.
заўсёды былі і будуць слабыя людзі. Вось вам доказ, я сам. Я казаў толькі, што ў наш час грамадства перастае абыякава адносіцца да злых учынкаў. Чуюцца энергічныя выгукі супроць грамадскага зла. Я казаў, што ў нас абуджаецца усведамленне сваіх недахопаў, а ў свядомасці ёсць надзея на лепшую будучыню. Я казаў, што пачынае стварацца грамадская думка, што ў юнаках выхоўваецца пачуццё справядлівасці, пачуццё абавязку, і яно расце і дасць вынікі. Не ўбачыце вы, дык убачым мы, і падзякуем Богу. Маёй слабасці вам няма чаго радавацца. Я не герой, я звычайны слабы чалавек. Нестача, абставіны, неадукаванасць сваякоў, разбэшчанасць навокал могуць загнаць мяне, як заганяюць паштовага коня. Але досыць аднаго урока, хоць такога, як цяпер. Дякую вам за яго. Досыць аднае сустрэчы з парадачным чалавекам, каб уваскрасіць мяне, каб падтрымаць во мне цвёрдасць. Я магу пахіснуцца, але злачынства не зраблю. Я магу спатыкнуцца, але не упасці. Я не ведаю, дзе мне деться от сораму. Мне ж сорамно, что я у вас. Ну так иди вон! И пойду. Полина, теперь ты можешь идти до матки. Я тебе трымать не буду. Теперь я не здражу себе. Коли лёс прымусіць мяне есці один чорный хлеб, буду есці один чорный хлеб. Ничто не спокусить меня. Я хочу заховать за собой дорогое право глядеть кожному в очи просто, не соромячися, каб мяне сумление не мучило, читать и глядеть сатыры на хабарников и рогатать от щирого сердца. И коли все жыццё мое будет складаться с працей и нестачей, я не буду наракать. Однае утехи я буду просить у Бога. Однае узнагороды буду чакать. Чаго думаете вы? Я буду чакать того часу, коли хабарник будет бояться суда громадского больше, чем криминального. Я тебе задушу своими руками. Юсуф, мне недобро. Пройди в кабинет. Аристарх Владимирович, успокойтесь. Полина подыходит до Жадова. Ты думал, что я сапраўды хочу тебе покинуть? Гэта я наўмысле. Мяне навучили. Помиритесь, дети мои. Доктор! Что? У Аристарха Владимировича удар. Выслухали спектакль «Доходное месца» паводле п'есы Александра Астроўскага. Роли выконвалі народные артисты СССР Владимир Владимирский, Борис Платонов, Лидия Ржецкая, Здислав Стома, народная артистка Республики Беларусь Зинаида Браварская, заслуженные артисты Республики Алена Рынкович, Валентин Краўцоў, Татьяна Алексеева. Режиссер спектакля заслуженный дзеяч мастацтва Республики Беларусь Любоў Мазалеўская. Запись 1954 года.